Эта порода является национальным достоянием России. Очень работоспособный. 4 тонны может вести печорская лошадь. Это внедорожник настоящий, ижевский внедорожник. Молния Маккуин, Формула-1. Чем на НРТ, с вами, как всегда, Генрих Немчинов. Вещаю с Ижевского района. Сегодня минус 30 градусов. Очень холодно. Люди мерзнут. Я сам замерз. Техника мерзнет, не заводится. Но сельскую работу нужно выполнять каждый день обязательно. Что же делать? Выход найден. Есть лошади печорской породы. И этот фильм посвящен специально лошадям печорской породы. Бамби! На формирование печорской породы влияли эстонская лошадь, лошади Приуралья и Западной Сибири. Их в Ижевский район привели в 16 веке староверы и выселенцы из Московской Руси. Под влиянием суровой северной природы порода развивалась вдоль бассейна реки Печора, поэтому и название – Печорская. В прошлом столетии в селе Усть-Цильма работала опытная станция. В ней было около 50 лошадей печорской породы. Станцию закрыли. Теперь печорский вид специально не разводят. А лошадей печорской породы можно встретить лишь в далеких селах Ижемского и Устилемского районов, а также в селе Мутный Материк Усинского городского округа. Я пообщался о печорских лошадях с людьми, которые посвятили свою жизнь конно-спортивному делу. О, как у моего дедушки прямо. Да. Вот это вот у нас с Ижемского района. Вот та дальняя пятнистая. И вот эта маленькая рыжая с Браколанска. Я тоже бракованский. У них есть именно природная добронравность, природная контактность людям, прямо врожденная. Они не пугливы, то есть в городе ведь очень много стрессовых факторов. И даже вот то, что мы на площади катаем, там ведь большое скопление народу. Им до города доехать, надо проехать много разных пугающих таких штук, там рекламные щиты, флаги, техника различная работает, в том числе тяжелая техника в городе. Они ко всему этому очень спокойно относятся. Они могут очень долго нести, скажем, среднюю нагрузку. Скажем, у нас лошади на прокат выезжают примерно в 10 утра, и они могут до 10 вечера быть запряженными и постоянно выполнять нагрузку шаг-рысь, и при этом они не утомляются, не устают, не нуждаются в каких-то там приемах пищи, что-то еще, то есть лошади исключительно выносливы. Эта лошадь, как это говорится, сформировалась под влиянием народной селекции. Я вот держу хорошую связь с местным жителем, он живет в Красноборе, Сметанин Михаил Андреевич. Мы отправились в гости к Михаилу Андреевичу в Ижемский район, в Краснобор. Михаил Андреевич практически всю жизнь держит лошадей. Сейчас ему 70 лет. Свое дело не бросил. У него 8 лошадей. Этот живой вес этой лошади было до 900 килограммов, 700, 900 килограммов. А преимущественно местной печорской породы лошади, у него длинная шерсть, короткие ноги, вот мохнатые ноги. Это особенность. И шаг, постановка шага у этой печорской лошади правильная. На чем едем? Hey, true, bet that up for the track. Go take it to the top, and that's the truth. Truth hurts. Печорские лошади, как танки, они могут на улице жить. И расходует кислород, это из крови. 400 метров он может выдержать вот так. Без дыхания, то есть? Без дыхания. Он берет живот, например, когда вот хищника или вот кого спасается. То ешь, Лера, то ешь, то ешь! В Ижемском районе весной и летом проводятся конные скачки, поэтому я не смог пройти мимо и заглянул к самому резвому коню Ижемского района, к Стимулу и к его хозяину. Некоторые мейки чань воды, лаппеля мечтаем, мейки каждый будто Ордеччады это соревнования участвуют переместят быстро. Стимул смеча быстрее в Ижемский район, Ну, они меня будем мод брать, чистокровные брави, это полкровные, мамус местные, аис орловский, а модеса байкалса, даснули, дасвитар, участвовал турнир, дасать его районный у нас, только вежеме скачен,
Куч голов не сталасность, я первое место остался почти. Сейчас Андрей Геннадьевич не держит лошадей печорской породы, но рассказал, что был опыт, когда скрещивал лошадей печорской породы с рысаками, чтобы лошадь получилась выносливее, как раз для конных соревнований. Если вам интересно, то расскажу. Специально для гонок варят сани из металлических труб. Они лучше, чем просто деревянные сани или деревянная телега. А значимость конных соревнований в Ижемском районе такая же, как и значимость Олимпиады в мире. Это возможность лишний раз встретиться с друзьями, развлечься, а кому-то и проявить себя. Вот, например, Андрей Геннадьевич часто выезжает на конные соревнования и берет награды высшего уровня. Вы знаете, во время съемок этого фильма я заразился болезнью. Она проявляется так. Когда видишь лошадь, сразу всматриваешься, не печорской ли породы она. А лошадь печорской породы отличается от других лошадей внешностью. Высота в холке достигает до 145 сантиметров, то есть лошадь невысокая. У лошади удлиненная рамка корпуса, короткие коренастые ноги с хорошей оброслостью, которая защищает ее во время передвижения по вязкой снежной дороге. Недлинная шея, аккуратная голова и маленькие ушки. Также у печорской лошади приятная линия верха, без лишней округлости. Основная масть печорских лошадей – вороная, гнедая, буланая и рыжая. По словам известного краеведа из деревни Дьюр Владимира Егоровича, раньше лошадь была, как сейчас, машина. Чем лучше конь, тем статуснее хозяин. Послушаем этнографическую историю, только рассказ будет на коми-языке. Поэтому, кто не понимает коми, следите внимательно за субтитрами. Ижман, Ян Ижмади, 45 километров, председатель колхоза, главный Листалас. 8 часов КЖВС, медленно вели прагитема, сулалис военный готовей. Даст чань совещание Ижман, сейчас Ижман, 2 часа, сейчас 10 часов совещание до обеда. Сейчас обедает, да еще коммун километров съедмес. Воевошти поскарен, диурса бригада, диурса яс. Ну, посяс се каралис, Израиль туйся, мейке карис не да. Сечеть воедла, 30 километров, у нас, обед берас, 30 на штакас, да сетышань, сетен собранен вода, да. Сетышань бара ювышанис, сетен ло 50, да около 80 километров, не останавливаясь, лет час бара отиклунен. Съест лет час. Са и велис мейке кормунама мы грабер, мы гравоча, мы ровный, скоро все озвежли. Да, интересный рассказ. Но все же, почему стоит сохранять породу печорских лошадей в современном мире? Во-первых, эта порода является национальным достоянием России, и каждая страна во всем мире очень блюдет, бережет, сохраняет и улучшает свою породу, потому что это национальное достояние. Такое же, как наши недра, такое же, как наши природные богатства. Во-вторых, до сих пор печорская лошадь широко используется местными жителями, потому что, несмотря на приход техники, там бураны, снегоходы, грузовики, трактора и так далее, печорскую лошадь до сих пор используют, насколько я знаю, и на вывозе леса. Местные жители на сенокосах, да, вот, много где. В-третьих, сейчас мир очень претерпевает изменения, скажем, и очень популяризируется конный спорт и во всем мире, и скажем, в России, и в Республике Коми, в частности, этим занимается много людей, фанатов, любителей этого дела. И печорская порода в силу своей добронравности, поскольку народная селекция не допускала до разведения злобных, агрессивных, нервных, возбудимых лошадей. Таких лошадей сразу убирали, они неудобны в использовании. И оставались мягкие, добрые, покладистые, контактные к человеку лошади, дружелюбные, которые сейчас очень востребованы для детского конного спорта. Он набирает просто масштабные обороты. Сейчас уже есть правила по пони-спорту, а по международной классификации рост печорской лошади, вот эти 145 сантиметров, да, до 150, она проходит по классу пони. То есть пони – это не то, что мы привыкли видеть, пони вот такая. Пони делятся на категории. Мини-пони – это до 80 сантиметров. Просто средняя пони – это до 110 сантиметров. И далее 130 сантиметров и 145. И в каждом классе проходят свои соревнования, свои зачеты. А вообще, что говорить о Ижемском районе? Ижемский район – это жила коневодства по всей республике Коми. Именно сюда приезжают из России, чтобы выкупить коней, увезти, может, на мясо, может, продать где-то там в России. Но
И в нашем районе осталось очень мало лошадей именно печорской породы. Друзья, если кто-то из вас держит лошадей печорской породы, оставьте комментарий под этим видео. Хочется знать, сколько осталось вас таких хранителей национального достояния Республики Коми. Все